Зима в полном разгаре. Только что прошли праздники, когда практически все горожане имели возможность выйти и выехать на пикники, покататься на коньках, лыжах и санках. Однако в предстоящие выходные появится еще один повод провести их с пользой для здоровья. Как всегда, в районе Долголевки будет проводиться первенство Дальнегорского городского округа по лыжным гонкам. Команда состоит из 2 человек, это мужчина и женщина, как я говорил вам еще всегда и в прошлые годы, то что командой будет являться даже семейная пара. Так что у нас это будет происходить все 19 числа, это суббота, в 12 часов начала. Значит, в районе Долголевки. Совместными силами отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, а также индивидуального предпринимателя Игоря Сахуты была подготовлена лыжная трасса. Хотя ходили разговоры о том, что соревнования в нынешнем году будут проводиться в районе складов взрывчатых веществ, они не подтвердились, потому что трасса там была раскорчевана только первый раз, и на ней еще достаточно много шероховатостей и неровностей. Но вернемся к первенству. Уже с прошлого года некоторые лыжники стали формировать команды. Лыжники, которые у нас уже более, так скажем, мастера, вот, мы их немножко поделим, для того, чтобы была по-честному борьба. Вот, они там у нас в прошлые годы уже начали компоновать команды сильные. Вот, поэтому сейчас вот кто где работает. Ну, допустим, у нас Юра Чекушкин, да, хороший лыжник. Вот, он работает в Полиметалле, значит, он будет бежать за Дальполиметалл. Бочкарев Анатолий, он будет бежать за Бор. То есть они будут бежать там, где они работают. Вот. Ну, и, естественно, эта команда будет пара. То есть мужчина, женщина в команде. Так что приходите все желающие. В общем-то, даже и не бежать сильно, а просто отдохнуть. И пробежать, подышать свежим воздухом. Небольшой мотивацией для участия в соревновании может стать и то, что каждый получит награду вне зависимости от того, какое место он занял. Будут все участники награждаться призами. Вот. Есть у нас спонсоры, которые нам помогли, то есть администрация. Значит, мы будем награждать кубками, медалями, грамотами призеров. Вот. Ну, а все остальные будут от спонсоров награждены памятными сувенирчиками. В общем, от компании Oriflame, и у нас еще спонсором выступила АЗС Альянс. А уже в феврале только на ледяном поле пройдет другое, не менее интересное и полезное соревнование. Первенство по конькам, это на стадионе ТЭМ. Также мы подготовим лед. Вот. Ну, вообще-то мы это все делаем для чего? Для того, что у нас 14 февраля у нас состоится краевая спартакиада, краевая среди трудящихся Приморья. Вот. Ну и мы, естественно, будем выбирать людей, кто более-менее у нас бежит, чтобы защитить честь нашего города.